Твоей нашей России, родить постороннее право, ложь новые заповеди, что нам разум нету вложить, свято веры принять. Богу вечному Тройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного жития, душа битва водит, Отцу вечного святого. Аминь. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали заклен Твоего откупления, яки живешь и владаешь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Аминь. Буде Божая Спевам славлю имя Его, Твое свято життя моё. Дай милость, буде Божая Спевам славлю имя Его, Твое свято життя моё. Дай милость, буде Божая Спевам славлю имя Его, Твое свято життя моё. На початок роздательних співників номер 31. И в дороге на гости летаю, Боже мой, как ты терпи.
мне шукать тому, что еды до сыта, а может признаете, что я Мессия, той, про кого говорили пророки. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как вы могли с чистым сердцем скласть эту найсвятейшую ахвяру, яку я справую за всех парафий, и тех верующих, и тех, которые не верят, они живут на территории парафии, просто для каждого из нас областцы нарекания Пана Бога и Божьего благословения, а для помилных радости життя вечного угола Царствия Небесной, перепросим за все наши грехи. Повидаемся Богу всемогутному. И вам, братья и сестры, что згрішив я вельми, думкою, словом, учинком и занепадом. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, за усюди Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Святу,
Помолимся. Отрымливай тайне Твоих верхние дары вечной добриною Тых, кто признает Тебе Створителем и Паном. Обнови даденное им житё и заховай обновленное Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Аминь. Читання книги Сиходу. У ті дні почала писатися повність на ракаці пустині, і казали сини Ізраїля супроти Моїсея і Аарона. Лепш бы мы загинули от руки Пана у землі єгипетської, коли садили прикотлы з мясом і споживали удосталь хлеба. Ви привели нас у глибоку пустиню, как заморить з голодом увесь сход. Тоді Пан сказав Моїсею: «Вось я пролью на вас хлеб з неба, и штодня народ будет выходить и збирать кольки хлеба на день, каб мне выпробовать его. Ці буду я поступаться проти моего закона цене. Я почул нарахание сынов Израиля, скажи им: вечером будете есть мясо, а раницей будете насыщены хлебом и спознаете, что я Пан Бог ваш». Увечері налетели перепелки и покрыли весь стан, а раницей роса легла вокруг лагеря. Коли же роса зникла, на поверхне пустыни з'явилося нечто дробное и зернистое, ніби іній на землі. Убачивши это, сыны Израиля казали один одному: «Что это?» Бо они не ведали, что это. Тоді Моисей сказал им: «Это хлеб, який Пан дал вам для споживку». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хлеб небесный дал нам Пан. Хлеб небесный дал нам Пан. Все, что чули мы, что познали, про что расповедали нам отцы, расскажем будущему поколению, про хвалу Пана и ягоную мощь. Хлеб небесный дал нам Пан. А он загадал туманом в вершине и отчинил брамы небеса, и пролил пыльцам дождь на их ману для ежи, и дал им небесное зерне. Хлеб небесный дал нам Пан. Человек споживал хлеб анёлов, и он послал им ежи удосталь, привел их у землю свою святую, на гору, якую здобыла его правица. Хлеб небесный дал нам Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Браты, кажу гэта и сведчу у Пана, как вы больше не жили, як живут язычники, у марности своего розуму. Не гэтаму вы навучыліся от Христа, калі сапраўды чулі про Яго и вучыліся у ім паводле правды, якая ёсць у Езусе. Але таму, каб откинуть ранейшие поводины и своего старого человека, что знищає себе зманливыми пожадливостями, тому, каб обновить дух вашего розуму и опрануться у нового человека, створенного паводле Бога у справедливости
святости и правде. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебом одним будет жить человек, а не каждым словом, что выходит из уст нам Божьих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія Павла для Яна. Хвала Тебе, Господи. У той час, калі людзі ўбачылі, што тут няма ні Езуса, ні ягоных вучняў, селі ў чаўны і пераплылі ў Кафарнаум, шукаючы Езуса. Калі знайшлі яго на другім беразе, мора сказалі яму: «Рабі, калі ты прыбыў сюда?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын Чалавечы, бо яго пазначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справа Божая, каб вы верылі у таго, каго Ён паслаў». Народ сказаў Езусу: «Які ж ты зробіш цуд, каб мы убачылі і паверылі табе? Што учыніш? Айцы нашыя елі манну на пустыні, як напісана: хлеб з неба даў ім есці». Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, але Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божий ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Тады сказалі яму: «Пане, давай нам заўсёды такі хлеб». Езус адказаў ім: «Я ёсць хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Пачалі ўсе супольна наракаць. Вось народ выбраны, атрымаў ад Пана Бога шматлікія знакі і дзесьці ў глыбіні не верыць тое, што адбываецца, што гэта і ёсць Божы провід для іх. Чаму? Перажылі 10 плях, 10 пракляцій народ егіпетскі перажыў. Затым як уцякалі праз пустыню, калі войска іх гнала, Бог састаў пясчаную буру. Затым, калі перайшлі праз мора па сухім дне, уже цяпер на пустыні ўжо ёсць вольнасць, свабода, што можна будаваць свае адносіны на сапраўдным характары быцця Божым дзіцём. І тут народ пачынае наракаць, што не маюць чаго есці. І вось Бог не эканоміць, а Бог дае мяса і дае хлеб, якой называецца манна, про якую сёння можна было дакладна прачытаць, з чаго гэтая назва выводзіцца. І Jesús Христос таксама у сённяшняй Евангеліі звяртае ўвагу на хлеб. Чаго шукаеце мяне? Таму што елі хлеб? Браты і сёстры, ці Пан Бог не мог бы нам даць столько еды, каб мы не працавалі? Мог бы, але гэта можа нас загубіць вельмі лёгка. Мы бы не працавалі, мы бы ляніліся, большасць з нас было бы вельмі тоўстымі, што не маглі бы хадзіць. Навошта бы што рабіць, калі ўсё тебе даюць дастатак? Ты маеш дастатак, ты навошта меркаваць і думацца і клапоціцца пра сваё жыццё? Тут мне прыходзіць на мысль байка пра круг 99. Быў кароль,
І в його королівстві був один слуга, який приходив і був завсёды вельми щасливий. Вельми щасливий королю це вельми не подобалося. Одного разу призвав до себе слугу і запитав, задав йому питання: скажи, який рецепт, що робити, як бути таким щасливим, як ти? Говорить, ну я нічого не роблю такого. Я маю жонку, дітей, я працюю, хватає мені этой грошей, как золото, не поверьте. Ось є своє щастя. Жонка меня кохает, я ее кохаю. Пошел слуга, призвал король дорадцу и говорит: пусть, слухай, есть у меня тут такий слуга, який кожен день приходить и радуется, довольный тем, что дома. Я ему задал питание: а скажи, який рецепт? Он сказал, что... А сказал, это справа. На мое питание не отказал. Я решу. Дорадца подумал, сказал: видишь что? Нема рецепту, как быть счастливым. А есть рецепт, как этого слугу позбавить счастья. Как рецепт веки. Уведи его у круг 99. Подумал король Савролий, призвал слугу, дал ему мешок золотых монет и сказал: ось, тримай золото, эконом, живи так, как тебе користать, а нікому не говори, от кого ти це золото отримав. Вернувся у слуга хати, отчинив мешок, висипав золотые монеты и почав лічити: 1, 2, 98, 99. Все, 99 монет. Начал подозревать своих знакомых, что хтось типа крайнушу украл эту монету. Нават своих родных начал подозревать. Задумался над гарантией короля, что может той 10 украл монету. Однако продумал справу и подумал: пойду запытаю короля. Запытал короля, сколько монет там было. 99, король говорит: так, 99. Ну, слуга подумал: ну и 99. Ну, лишь бы такая кепская, добро было бы, как их было 100. Распочал слуга, меньше вести, больше голодать. Не только сам, а так само сям'ю свою подзатягнув, за кровати грошей. Але гэтага было замало. Выслал свою сям'ю до працы. Нават дзяцей выслал до працы, каб все працавалі. Але і так, до конца своих дел не заробил столько грошей, как купить эту сотую монету. Але с его лица пропало счастье. Был непокой, была ненависть, была зайздрість і всі різні речі, які можна було чоловіку дати, які нещасливі. Ось і все, конець байки. Хтось тобі сказав, це байка, брати і сестри, байка про нас. Про кожного з нас, коли хтось отримав якусь майомість, якби хутка у житті загубився. Нам видається, що ні. Год 2002 в Америці є чоловік, який, це правда історія, який певного ранку, він великий мільйонер, має 17 мільйонів на своєму шоці. Певного ранку, коли їхав до праці, почув голод. Подумав, заїду в супермаркет, а не переказывая одразу заправился, потому что не хватает полива. Заправился, купил себе бутерброды кисти, и кисти стали дробные гроши, не на те гроши дробные потом, а купил себе лотерею. Купил лотерею, одну лотерею, и выиграл 370 миллионов долларов. Подумал так, пойду их забрать. Когда пришел, сказали ему: мы можем дали эти гроши, все 370 миллионов долларов, выплатят до конца твоего життя их пенсию. А если хочешь забрать одразу, то сумма будет намного меньше, будет только 170 тысяч долларов. Подумал человек: ну да, лучше 170 иметь, чем 300 амаль не иметь при себе. И говорит, забрал эти 170 миллионов долларов для себя. И сам себе сказал: я не займусь, я буду таких же самых. А несколько идет позднее, пошел в бар и там прогулял 50 тысяч долларов. Еще несколько тижнів позднее, так само у барі был и под впливом алкоголь. Всем там говорил и хвастался, что у меня в машине на остановке у чемодане лежит 550 тысяч долларов. Ну и, конечно, этого человека усыпили отповедно и с машины украли гроши. Коли
поліція задала питання, чому ви тримали таку велику кількість грошей в автомобілі? Він сказав, це моє. І що хочу, то я роблю, як хочу, так і поступаю, де хочу, там і держу. А найбільші трагедії відбулася 2 роки пізніше, коли у його дому, де він жив, знайшли мертвого жениха его дочки, что обнаружили, у крови обнаружили 4 вида розных наркотиков. И он поэтому и этого организм не выдержал. Еще больше трагедии было, когда и снова несколько месяцев позднее нашли и дочку ту самую, так самую, мертвую у его доме. Что обнаружили 2 вида розных наркотиков. Так само хотела поспробовать это есть. Что было причиной? Что у богатый человек выплачивал своей дочці каждый месяц $2000, а одразу на день добрый купил 4 розные автомобили, которые она хотела, как она мела психовый достаток. Это изгубило и ее, и его, бо несколько годов позднее, он так само был таким крутым, ничего при себе не имел ни одной копейки. Браты и сестры, это справная история, как была была великой трагедией в Америке, альбо сенсацией, можно сказать, этого человека, який був вельми багатий, остався ніхто і стратив усе. Ми покликані сьогодні в нашому житті шукати по-справжньому Пана Бога, перед Паном Богом захвататься. Сьогодні ми почули, що люди побачили, що Ісуса Христа нема, і розпочали його шукати. Неоднократно в нашому житті, коли ми зауважаємо, що Бога нема, тоді коли нам не хватає якісь доброту, коли у нас заходить якоїсь здоров'я, коли ми не видимо, як з цією справою або з тої ситуації вельми тяжкої собі переодоліти її, тоді ми приходимо і шукаємо Пана Бога. І шукаємо Пана Бога. А Ісус Христос сьогодні говорить, чого ви мене шукаєте? Чи тому хочеться, як я, заспокою всі ваші потреби, які ви маєте? А може, ні, може, з другої перспективи ви мене шукаєте. Сьогодні ми чуємо, що ніби багаття – це щастя. Але це багаття вельми часто з нашого життя краде це щастя, справжнє щастя. Бог хоче, щоб ми тренувалися, пробовали щось у нашому житті змінити. Це подобно, як нам видається, що ми нарікаємо, що Пане Боже, де ти є в такій справі, або де ти є в такій справі. Це подобно до історії, як один отець Паулін, колись на одной из конференций подал вельми прихожую историю, яка мне запала в голову и памятаю по сегодняшний день. Говорится она про паранового человека до немовляти, который находится у лоне матери. Как этому немовляти говорится, у лоне матери дать розум адекватного человека и интеллигенцию, так это немовля по лоне матери запитала бы, а навіщо мені ноги, які тільки кормлюся з пуповини? А навіщо мені руки, які тільки кормлюся з пуповини? А навіщо мені рот, і навіщо я такий палець тримаю у роті? Навіщо мені? Мені хватить, і молилася би, напевно, об одному. Подчас навіть заказала би мені іншу, побольше пуповини матері, як можна було більше отримувати простих вітамінів. Але ми ведаємо, що це дитя не розуміє Бога з певним часом. І народжаються і потрібні ноги, і потрібні руки, і потрібні очі, і потрібний рот, і всі тіла, і всі частини тіла, з якими сьогодні користаємо. Брати і сестри, і ми так само сьогодні задаємо питання. Пане Боже, а навіщо мені душа таке нещастя? Пане Боже, навіщо мені таке випадування? Навіщо мені така ситуація? Навіщо для мене така хвороба? Чому так мої діти поступають? Чому так мої внуки поступають? Пане Боже, чому все це так? Ти мені відкажеш на питання. А Бог говорить одно. Я хочу, щоб ти народився до нового життя. Щоб ти не жив в этом житті, а народився в святості. І ми тепер этого не розуміємо, а это истина. Коли вже станемо перед обличчям Бога, нам очинятся очи, и мы дадим отказ сами себе, что нам это было потребно, как мы дошли до святости, до справжньої святості, до якої кличе нас сам Бог. І ми до этой святости нон-стоп тренуємо.
наприклад, до якогось екзамену, наприклад, екзамен на права. Чоловік приготовлюється здавати права, як косміта який-нибудь, ну, той інопланетянин. Глядячи на нас зверху, говорить, що він робить? І так беруть. Пробує заїхати, задом пробує, виїжджає, заїхав, уїхав. Поки знову, тут якусь зміню, тут тормозить. Навіщо це робити? А це на то, як колісті отримати права. І дякуючи тим правам, колісті самі будуть вести на якісь машини, і так далі, і так далі. І ми так само в нашому житті вельми часто задаємо питання, навіщо ми приходимо 1000 разів в костюм, навіщо ми приступаємо до комунії, до сповіді, до сакраментів, навіщо ми переживаємо кожного те саме свято, те саме урочистості. Але як ми здали екзамен, коли прийде на Богу, как мы умели нормально запарковать наше житье, задом и не сбить ни одного столбика, как мы могли одразу отримать права и сказать, я исполнил стража, вот твоя дорога, вот ту комнату святости, будешь жить с архаёром Михаилом, только осторожнее, с мячом, и что-то голову берет. Жалко, конечно, а не наше такое лицо. Просим, братья и сестры, как мы умели принять волю Божию, как мы эти доброты свету нам потребны, а и как мы в этих добротах света не загубили того, что наиценнейшее, czyli святость. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Спасителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, застонароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодне Писание, и взошел на небо, сядись праворучия Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Бог чекає наших щирих молитв, тому праз посредництва Ісуса Христа вознесем до нашего единственного Отца супольные молитвы. Молимся за святый костел, как он верно обещал людям Евангелие и закликал их до вертания. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто терпит за недохопу любви, как они спознали в своем житии безмежную любовь Бога Отца. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за землеробов нашей чины, как растающийся пленами працы народ оказывал им свою повагу и удячность. Те просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут собраных, как мы умели святковать неделю День Пана, присвячаючи наш час Богу и ближним. Те просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебя походит всякое добро, Отцу и нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имени, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 30.
і вашу за офяру прийняв Бог, Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме офряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, ласки Твоей святи, какие дары, какие вы приносит Тебе духовную офяру, и учини, как мы сами стали для Тебя вечным даром, раз Христа Бога нашего. Аминь. С вами. И с духом Твоим Говору сердцеві, узносим и до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Она это и справедлива. Заправды Богдаведа и справедлива, скучна и славоверна, как мы завсёды и всюду да бескладали на подяку. Пане святый Воинчо, всемогутный вечный Божа, раз Христа нашего. Боял святости на грешного человечества, народившись с Панной Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, образ свое с мертвых повстание, дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами, с усими святыми, мы обещаем Твою хвалу, разом Тебе услыхаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях. Благословенный Той, кто идет в имя Пана. Благословенный Той, кто идет в имя Пана. Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях, Хосанна на высшинях. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос у вас просіць паслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтымі дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи: «Ярите и ешьте, сказал все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący: «Jarujcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Навещай смерть Твою, Пане Иисус,
Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступа. Wspominając śmierci związanej powstania Twojego Syna, a wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как учит нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejany po всем świecie, udoskonalał w любові разом з Папом нашим Францишком, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, я постулю надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей дошел с этого свету, и дозволь ему бачить светло обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjной, ze świętym Józefem jej Ewrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, świętym Janem, Marią, Janeją i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, войчал всемогутный, у едности Духа Святого, у вся пошана и хвала, разумения и вечная. Молимся, Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче Наш, говоришь в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего скуденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слава нас от всего злого, дай ласкаво упокоим дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как и были за все вольны от греху и заховали вчера неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Спасцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владыцтво и мост, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daję wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy, zgodna z Twoją wolą, a dajcie o spokojem i jednością, jaki żyjesz i władaniesz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiądy będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак supokою. Ангел Божий, який отпускаешь все грехи, смилуйся над нами, посмилуйся. Ангел Божий, який отпускаешь все грехи,
свету, благословленные, покликанные на вечеру Яковлю. Аминь. Я не варта, как ты пришел до меня, а лишь скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 285. Над тобою схиляюся, зачуваючи твой далекий позрів, завітаєш серця моє наспрось, своєю слабості стою пред тобою. Я кричу, Господи, не чуєш, возлагаться, но маю світи. Вижу, Пане, злитуйся надо мной, распали в моем сердце любовь. Я солодка, не слушай тебе, умолчали тревожно тобою. Научиться вышиться красоте, заникнуть телом хвалы Божией. Скажешь, я люблю тебя, Пане, и я прагну любить тебя, что родной. Пане, дай мне выдохнуть морской, так во всем своей силе твою. Божа правду носить повсюдь мой дух, и любила все и прекрасно Бога. Дайте Бог и огромная хвала, будут с прежним моего життя. Як солодка, служить тебе, умолчали тривать над тобою. Научиться вышиться красоте, заникнуть телом хвалы Божией. Як солодка, служить тебе, умолчали тривать над тобою. Научиться вишиться красоте, заникнуть телом хвалы Божией. Номер 19. Бога вечного прославляют устами мои, голос скучно скрывает Аминь. Бога вечного прославляют
Боже наш Ojcze, отуляй неизгримной опекой усих, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему своей доброте, и учени годными вечного избавления прав Христа Пана нашего. Об'яви 6 жнивня вівторок свята Первеніння Пана, 8 у четверг у спомин святого Доминика Пресвитера, 9 у пятницу свята святой Тересы Бенедикты от Крыжа, Панны и мученицы, опекунки Европы, и 10 у субботу свята святого Лауренция Дьякона и мученика. Тривалий месяц жнивень, ведь традиционно молимся в интенции твердости в наших семьях и нашей батьковщине. Кожний день у нашій каплиці триває набоженство Руганцове у 18:20, так само віночок до Божої милосердності о 15 годині. Так само можна скористати з 18:30 до 18:55 сакраменту покаяння і сповіді. Кожен день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятейшем сакраменті от 14 до 19. Дякую за дарование нам того святыни, за спев я право литургичную, прибирание каплицы и тем, кто дежурит, помолимся за тех, кто на этом дне святкует день нарождения, имени юбилеи, кто чекает на родин детей, за Мирона и Эмилию, их батьков, их родственниц на воду росту, за добродею хлебодавца нашей парафии, сама в новой добродею удовольства санктуария Божьей милосердности, и за нас дорожающих кожного посудку, опецы Матери Божией Руженцовой Твоей, обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах, не погожай молениям нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас своедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну что скажу, добре, что вы ешьте, приходите. Как не было вас, и не было бы меня, на этом дне распочинаем працы, связанные с собором, загорожей вокруг нашей территории. Кошт обличного разом с працами вынесен около 180 тысяч белорусских рублей. Так что свою почку я уже продал, коли кто хотел доучиться, помощник самого запора. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правной радостью и спокоем. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святых Ангелов Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Номер 107. И любви
буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде